Интеллектуальная игра «Что, где, когда» собрала в стенах Ингушского государственного университета 8 команд из различных среднеспециальных учебных заведений региона. Сегодня она приурочена ко Дню образования Конституции нашей республики, потому самый первый вопрос посвящен именно этой теме. Назовите, в каком году была принята Конституция Республики Ингушетия. Год и месяц и дата. Правила игры просты. Соревнования разделили на 2 тура, в каждом из которых соревнуются по 3 команды из 5 участников. По результатам каждого этапа выбирается команда-победитель, которая выходит в финал, и команда, которая набрала больше всех баллов по результатам 2 туров. На каждом этапе задается по 10 вопросов. У участников минута на раздумье, затем ответ, после чего ведущий озвучивает верное решение. 27 февраля 1994 года. Большинство вопросов, связанных с избирательным правом и историей нашего края, не смутило ни одну из команд. Самыми смышленными оказались ребята из команды «Перспектива». Они просто вырвали победу на этом этапе у своих соперников. В битве умов эрудиты из колледжа сервиса и быта соревнуются уже 2-й раз. Заполучив в прошлом году лишь 4-е место, на этот раз они настроены только на победу. По сравнению с прошлой игрой вопросы стали гораздо интереснее, делится капитан команды. В прошлом году вопросы они были более углубленные и с загадкой, а тут связано с историей, с политикой опять же. У нас есть совет, мы собираемся, готовимся, обсуждаем те вопросы, которые у нас могут быть, разбираем их, опять-таки загадкой вопросы, с политикой, с историей, но это не каждым годом вот такие вот у нас вопросы бывают, да. А вот команда из Назрановского политехнического колледжа в интеллектуальных баталиях участвует впервые. К игре готовились основательно, признается капитан Магомед Долгиев. Даже к названию подошли креативно. 2-й сон Менделеева просто обязан принести им удачу. Потому что 1-й сон Менделеева многим создает проблемы. Мы решили, что не хватает 2-го. Какие? Таблица Менделеева. А чем таблица Менделеева плоха? Ее учить приходится. Она сложная. Кроме политических, в игру включили вопросы на логику и общее развитие. К примеру, кем нужно быть, чтобы преуспеть во Франции? Или как звали героя греческих легенд, убившего Медузу Горгону? Был и интересный вопрос насчет спорта, который большинство участников ввел в ступор. Как-то футболисты одного национального клуба вышли на поле без шорт. Назовите абсолютно точно, на чемпионате какой страны это произошло. А правильный ответ поднял настроение абсолютно всем в зале. Правильный ответ – это Шотландия. Играли они в килтлах, национальных костюмах, в части которых является юбка. Судит ребят опытное жюри, ведущая программы «Эрудиты» на национальной телерадиокомпании Ингушетия Лейла Измайлова и член интеллектуального клуба «Клио» Магомед Майсигов. В судейской команде мужчина уже во 2-й раз. Интеллектуальными играми Магомед интересуется более 15 лет. И потому, понаблюдав за сегодняшней игрой, признается, ребятам пока не хватает опыта участия в таких соревнованиях. Результаты меня слегка разочаровали, так как даже на самые простые, казалось бы, вопросы, да, то даже не со стороны знатока, а просто простого обывателя, команды, к сожалению, не находили правильного ответа. И мне все-таки кажется, это все связано с тем, что подобного рода мероприятия в нашей республике проходят, к сожалению, крайне редко, крайне мало, и нужно больше привлекать молодежь подобного рода мероприятия, подобного рода игры, интеллектуальные игры, больше проводить турниры, соревнования между ними. Интеллектуальная битва проводится среди ассоциаций студенческих объединений каждого СУЗа уже 2-й год подряд. Организаторы игры в лице представителей Ингушского госуниверситета надеются, что эта игра поможет сплотить молодежные советы СУЗа, а также позволит ребятам усвоить новые знания в игровой форме. Почему это актуально? Потому что в Республике Ингушетия только за 2018 и 2019 год проводились мероприятия именно такого уровня, только Ингушский госуниверситет. И такие мероприятия очень редко проводятся. Для нас важно поддержать именно такую молодежь. И мы вместе с ассоциацией, именно вместе участники вот этой ассоциации общественных объединений, общественных союзов, всегда поддерживает связь, и хочется отметить, что Ингушский государственный университет делает все, чтобы проводить такие мероприятия почаще. Игра длилась почти 1,5 часа. По итогам соревнования 3-е почетное место получила команда «Берт» из медико-технологического колледжа Карабулака, 2-е за командой Назранского политехнического, а 1-е забрала команда «Перспектива» из колледжа сервиса и быта в Назране. По итогам соревнований ребятам также вручили ценные призы и подарки. Дана Плеева, Адам Далаков, Новости 24.